Ну, во-первых, конечно, в германской политике очень силен такой дуализм, но это не является непоследовательностью. Как раз наоборот, Германия абсолютно последовательно в течение лет 50 реализовывает одну и ту же политику, которую лучше всего в итоге сформулировал Вилли Брандт в качестве концепции «Остполитик». Германия хочет и постоянно сознательно старается занять нишу моста между западным миром и Россией. И всегда стремилась занимать эту нишу. Сейчас это немножко осложнено тем, что Германия при этом еще и хочет быть лидером в Европе, а трудно быть лидером с моста. Да, то есть ты должен стоять где-то твердо на суше. Но, тем не менее, вот эта вот концепция мостика, она все равно в немецкой политике доминирует. Она успешна. Вот, для Германии она очень успешна, потому что Германия благодаря этому действительно является основным торговым партнером России. Много на это зарабатывает. А много это сколько? Я вот смотрел статистику, извините, что я с тобой поспорю. Не я, а статистика. Что объем товарооборота с Россией у Германии как с Чехией и в половину как с Польшей. Это что, какая-то огромная сущностная зависимость от России, там, вот от этого совместного бизнеса? Я не уверен, что эти цифры точны. То есть я не могу тебе сказать, сколько точно у нас сейчас товарооборот с Германией, но с точки зрения значимости... У кого? У России? Ну, я российский гражданин, да. С точки зрения значимости этого оборота 40% энергоносителей Германии – это Россия. А энергия – это кровь экономики. Это да, это не вопрос. 1,5 миллиона рабочих мест в Германии впрямую связано с Россией. 1,5 миллиона. Это те люди, которые зависят от российских контрактов впрямую. И вот когда Игорь говорил по поводу корпораций, как раз мир корпораций в Германии очень сильно расколот. И конкретно позиция Меркель такая, она очень осторожная была относительно России очень долго, именно потому что значительная часть корпоративного мира Германии выступала против связей с Россией, считая, что есть как раз конкуренция, и то есть это как раз рынки, которые можно занимать внутри Европы. И так далее. Просто консервативные круги, которые видят в России потенциальную угрозу. А другая часть корпораций действительно видит в России торгового партнера, который выступала за. Но самыми сильными сторонниками России в правящей коалиции являются не консерваторы, не ХДС, не партия Меркеля, а социал-демократы. И это связано ровно с тем, что социал-демократы опираются на профсоюзы. Профсоюзы заботят прежде всего рабочие места. Рабочих мест, связанных с Украиной, там 0. А рабочих мест, которые связаны с Россией, как я сказал, это там очень много. Это именно потребление газа и переработка газа, это Nord Stream 2, он для этого? Собственно. Нет, как раз переработка газа, это как раз скорее геополитика. Вот Nord Stream... А чего ж такого, какие же такие российские заказы обслуживают 1,5 миллиона немцев? Ой, очень много. То есть у нас очень большое количество связей именно со средним немецким бизнесом. Не с крупным, а со средним. Есть и крупные, то есть есть там всякие Сименсы и так далее, но есть очень большое количество среднего бизнеса, которое с Россией активно работает. Очень большое количество связей. Немцы являются крупнейшими инвесторами, настоящими, не то, что там у нас по отчетности Кипр и Голландия, главные инвесторы в Россию, но это российский же капитал репатриированный. А если смотреть настоящих инвесторов, то Германия номер 1, причем с довольно большим отрывом. Поэтому это очень важный фактор. И Меркель занимала самую последовательную позицию в вопросе санкций. Именно на Меркель лично и на Германии как стране, но именно на воле Меркель держится вся санкционная политика Европы. Если бы Меркель на этом не настаивала бы... То есть она жестче, чем многие в ее коалиции? Да? Конечно. Она самая жесткая в своей коалиции по отношению к Путину. Но после прошедших выборов, и вот это последнее, что я хотел сказать, то есть тоже, с чем я не согласен, что уход Меркель, конечно, будет означать сдвиг в более пророссийскую сторону, потому что шакалы сейчас набегут, которые будут рвать ослабевшего льва. И мы